мы продолжаем цикл интервью, посвященный юбилею 30-летию Победы. Говорим об информационной и дипломатической работе, о людях, которые приближали победу. И в этом выпуске мы поговорим с политическим деятелем, секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамбо. Сергей Миронович, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Итак, мы говорим о работе во время войны, о дипломатической работе. Не было институтов соответствующих, но работа велась. Давайте вспомним, как это было. Ну, если говорить о войне, то надо, наверное, хотя бы немного раньше начать. Чуть назад. Потому что на самом деле предчувствие того, что будет война, присутствовало, было у многих, во всяком случае. И вот об этом как раз я уже, по-моему, говорил об этом не раз. Газета такая грузинская есть «Алия». Там интервью давал после войны уже бывший министр внутренних дел Абхазии Гивил Минадзе, который писал о том, что абхазцы жаловались на то, что грузины вооружаются, но я, говорит, ничего не сделал, потому что если бы я предпринял меры, я был бы врагом Грузии. А сейчас я жалею, что ничего не сделал, потому что абхазцы, говорит, когда поняли, что мы ничего не делаем, сами начали вооружаться и сделали это лучше, чем грузины. На самом деле так оно и было. Когда мы поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, мы начали искать возможности вооружаться. Мы покупали где могли оружие, привезли Нурсы из Южной Осетии, купили там, испытывали, скворчало это Нурсы. Нужно было, сами Нурсы были, это неуправляемые снаряды, а не было трубы, из которого пускать. И вот наши умельцы догадались, что это можно взять трубу от грузового автомобиля, от КамАЗа, по-моему, от какого-то. И вот поехали, испытывали в горах Ткварчао. И думали, что у нас такое уже оружие есть, что нам не страшно никто. Потом наши же парни ездили по России, привезли бронетехнику, купили, потому что тогда был такой период, когда вооружение советской армии распродавалось, снимали вооружение, продавали как бы для сельхознужд, бронетехнику и прочего. Тогда купили несколько там экземпляров Гудауд и привезли. Президиум Айтгалара тогда поручил мне заниматься вопросами обороны, с тем, чтобы вообще не докладывать, потому что это засекреченная была работа. Мы тогда создали такую группу, где вот в этот орган выше входило по одному человеку от района. Собирались в лесах, где-то собирались, выстраивали стратегию какую-то и тактику будущей войны. И, кстати говоря, как мы планировали, так оно и потом получилось. Но не было профессиональных военных среди нас вообще никого. И потом уже вдруг, когда стал вопрос о том, что Айтгалар уже набирала авторитет такой, что мы начали требовать, чтобы военкома абхазцы назначили. Никогда военком не было в Абхазии, всегда грузины были. И вот тогда нам предложили Сергея Платоновича Бар. В общем, мы достаточно грамотно подготовились. Конечно, силы были неравны, это понятно. Сергей Миронович, но еще же дипломатическая работа параллельно велась. Дипломатическая работа у нас вот даже в Айтгалара, мы уже тогда ею занимались, потому что мы создали такую организацию эффективную, к нам приезжали из Прибалтики поделиться опытом, потом вот создавали они Союдис, когда изучали наш опыт работы. К нам из Мигрели приезжали, сепаратисты мигрельские, такие солидные люди, которые возглавляли какие-то предприятия и так далее. У них какая-то тоже была, мигрельских националистов какая-то такая была группа. Приезжали тоже поделиться опытом, как мы это все делаем. Переговоры эти шли. Потом из самой Грузии приезжали тоже всякие. Тот же Жваня, который стал этим
Он тогда партию «Зеленых» возглавлял, потом стал спикером парламента у них. Он приезжал на переговоры, академики приезжали, политики из Грузии приезжали. Мы отправляли своих представителей в Грузию, когда Зураб Ачба, Валерий Кварче, там кто-то еще, я не помню, сейчас были. Они поехали там в Грузию, тоже вот эти неформальные организации, как политические и общественные, они там съезд проводили во Дворце спорта. И поехали они туда, выступал там Зураб Бачба, изложил, что мы хотим того же, что вы хотите. Вы боретесь за свою, и мы боремся за свою независимость. Такие были. А потом во время войны, да, я практически во всех таких переговорах участвовал. Мы приезжали на переговоры в Сухум. Почти с начала войны уже был налажен такой мост. Это при посредничестве российских представителей, и российскую сторону тогда возглавлял замминистра иностранных дел Пастухов. Да, а потом вот фотография здесь есть, это уже возглавлял Шойгу Сергей Кужугетович. Он тогда возглавлял Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. И, кстати говоря, они вот, когда только началась война, здесь же очень много россиян отдыхало, это август месяц, переполненный, все были здравницы. И первые же удары, эти вертолеты боевые грузинские нанесли вот здесь по пляжу, в санатории Министерства обороны России, где отдыхали семьи военнослужащих. И вот тогда впервые, это самая крупная, такая масштабная была операция проведена во главе с Шойгу по тому, чтобы вот этих россиян, ну и других людей, которые здесь оказались в такой ситуации, вывозили в Сочи. А потом еще были операции, которые они здесь проводили по гуманитарной поддержке. В Кварчал возили гуманитарную помощь. Большую помощь тогда оказали. Сам Сергей Кужугетович неоднократно и участвовали здесь в переговорах тоже с грузинской стороны. Россия тоже тогда была такая неоднозначная, неоднородная. Да, ну понятно, что разные, конечно. Ну тогда речь просто стояла о том, чтобы остановить войну, а не о том, чтобы поддержать нашу там независимость и так далее. Об этом речи же не было. Я помню, такие моменты бывали на этих переговорах тоже, когда нас хотели взять в заложники. Вот мы ведем переговоры, и вдруг залетает Надаришвили, тогда был, который заместителем председателя Верховного Совета Абхазии он был. Надаришвили залетает, кричит: на Гагру напали, вы здесь сидите, переговоры ведете, а они на Гагру напали. И тут все повскакивали, взять их в заложники, не выпускать и так далее. Мы все спокойно сидим, русские, и мы сидим, а они мечутся там, все что-то кричат, орут. И потом Пастухов говорит: ну успокойтесь, вы же люди военные, давайте разберемся сперва в ситуации. Как разобраться? Тогда еще ВЧ-связь была на первом этаже. Это переговоры шли там, где сейчас резиденция президента. Ну пускай пойдет, я руководитель делегации, свяжется с Гудаутой, с Ардзеном. Ну, я спускаюсь, а стоят на лестнице с двух сторон вооруженные люди, уже они, это накаленная ситуация, передергивают автоматы, скрипят зубами, в общем, создают психологическое такое воздействие. Вот так пробираемся среди них, иду и сопровождают меня, пришли на первом этаже, ВЧ стоит у входа, там аппарат. Ну, набираю Владислав Григорьевич, он говорит: первый раз, да, это два раза было. Первый раз он сказал, что да ничего там нету, говорит, там, в общем, объяснил, что мы по-абхазски говорим, они говорят, по-русски разговаривайте, по-русски разговаривайте. Ну, там, оказывается, кто-то там, на Бзыбский фронт, там что-то, несколько человек куда-то рванулись вперед, потом вернулись назад, и у них уже там паника была. Ну, все, успокоились. В следующий раз мы приезжаем туда, опять такая же точная ситуация. Опять влетает Надаришвили, опять все кричат. Опять иду я на ВЧ разговаривать, такая же точно абсолютно ситуация. И Владислав Ардзин уже по-абхазски говорит: ноги уносите оттуда, как можете, быстрее. Потому что на самом деле уже началось наступление. Наступление, да, началось. Но
Но мы начали, короче, голову морочить, что ничего такого нету. Это Пастухов тоже говорит, успокойтесь. И, в общем, короче говоря, это очень долго, это все эмоционально, все выплеснулось. Наконец пришли к тому, что давайте сейчас выберем группу, которая полетит в Гудауты, потому что российская делегация, которая на переговоры с нами, они приезжали из Сочи на вертолете в Гудауту, и из Гудауты уже мы вместе, с нами вместе, они летели в Сухум на переговор. И договорились, что вот эта делегация вылетает в Гудауты, и там на месте будем разбираться. Ну, определили делегацию, значит, русские, мы, грузины, прилетаем в Гудауты. А как проверить? В Гудаутах приняли решение, самолеты должны подняться, 2 самолета, посмотреть, что над Гаграми происходит. Ну, они полетели, вернулись, конечно, докладывают, что ничего нету, хотя по секрету говорят, что да, там бои идут. Короче говоря, опять, значит, недовольство, недоверие, опять второй раз. Все это закончилось к 2 часам ночи. А я утром должен был поехать в Грозный. Тогда я ездил несколько раз, чтобы самолеты у них получить. А мы с Озганом должны были на утро поехать. И, короче говоря, к утру Константин Константинович тоже подъехал туда в часть. И, значит, я и эти грузины на разных машинах, все, мы выехали в Сочи, в Адлер. Переехали только Псов, прощаемся, потому что мы сейчас с ним пересаживаемся на другую машину, которая везет нас в Грозный, а они должны полететь в Тбилиси. И да, но перед этим они хотят в Гагры заехать, это Гагры еще под их контролем живут. Хотят заехать в Гагры, посмотреть, что там происходит. И когда прощаемся, и русские тоже с нами прилетели в Адлер. И когда прощались, значит, говорит один мне: ну что, Серго, поедем с нами в Гагру? Я говорю, нет, я завтра приеду, говорю, только вы меня дождитесь там. И они оба так друг на друга нахрен погрузились, смотри, что говорит. Короче говоря, такие тоже бывали переговоры. Неоднократно. Приходилось иногда и, конечно, шутить. Сергей Миронович, вообще некоторые историки сейчас, когда анализируют все происходящее, Запад тогда не так, можно сказать, вот по их мнению, сильно поддержал Грузию, потому что тогда Абхазия считалась сферой влияния России, и как бы они не особо хотели вмешиваться. Распад СССР, Горбачев, вот это все, пока было ощущение, что Россия поддерживает курс Запада, и поэтому, если бы тогда Запад активнее Грузию поддержал бы, может быть, и не было бы этой победы. Ну, вообще, я хочу сказать, что информационно мы переиграли их, конечно. Ну и понятно, вот на маленький народ напал гораздо большей численности народ. Это вызывало соответствующую тоже реакцию международную. К определенной симпатии тоже вызывало, понятно. И причем при этом мы хорошо подали эту всю информацию, хорошо подавали. Всегда было интересно, Сергей Миронович, вот эта фраза «мы переиграли», вы сказали тоже, что в информационной войне мы победили, и даже кто-то говорит, что Ардзан Багауриш Шеварднадзе сам говорил, что мы проиграли информационную войну. Ну, грузины сами говорили, что они вот в парламентских дискуссиях, которые у нас, в дебатах, которые у нас были до войны, они все оценивали, что да, мы их переигрывали. Потому что мы тогда и сформировали Верховный Совет, мы каждого человека выбирали, кто нужен для какой деятельности и так далее. Вот так формировали. А у Уайтгла был такой авторитет, мы кого называли, те и выигрывали выборы однозначно, ну, практически везде. Вот. А насчет этого, насчет информационной нашей деятельности, мы же делегацию даже в Соединенные Штаты Америки отправляли. Тогда Владислав Арзан мне поручил возглавить, я отказался, я говорю, куда я поеду, война идет, я не могу в Америку поехать. Он очень настаивал, потом говорит, вот раз ты так, больше никогда тебя за границу не отпущу, не отправлю. А потом министром иностранных дел назначил. Станислав Лакоба был в той делегации? Да, Станислав Нате Лакоба, Станислав Сократ Джинджоли. Для чего это нужно было тогда? Ну, чтобы объяснить, там они с Картером встречались, с бывшим президентом, какими-то
ну, их слушали тоже, чтобы объяснить. Вот это и была информационная наша деятельность. И это, и средства массовой информации. Там наши женщины, многие вот работали на информацию тогда очень эффективно. Ну, Вообще у нас очень эффективно все структуры тогда работали, если бы сейчас так работали бы. вот это тоже удивительно, когда не было, вот государство вот только оно создавалось во У нас и время армия формировалась в процессе войны, ведь ее все же не было. институты и дипломаты, но были кадры. Вот И самое МИД тоже в главное, процессе войны был сформирован. ну, кадры были люди, которые, несмотря на то, что не было государства, ну вот эта Но основа опыта, была. опыта такого вроде бы не было, но видите, жизнь когда заставляет. Абхазы стали побеждать на фронте, и с абхазами начали параллельно уже считаться и по-другому на переговорах тоже разговаривать. Вы как считаете, когда вот этот перелом наступил? Ну, любые переговоры, они эффективны, если за твоей спиной есть сила. Результаты. Сила. Да, и сила. Ну, в зависимости от того, какая у тебя за спиной сила, вот такой может быть эффект от твоих переговоров. Вот, в основном. Ну, бывает, когда можно блефануть и так далее, но это не всегда проходит. Ну, чем эффективнее мы себя показывали на полях сражений, тем, конечно, больше с нами считались, это понятно. Вы помните, как это происходило, когда вот этот перелом начался, как первый этап переговоров? Мы видим кадры архивные, где переговоры Владислава Арценко, Шеварднадзе и Ельцина. Риторика Ельцина, видно, что преимущество, конечно, на стороне Шеварднадзе, что Россия там решающую роль играет. Ну и, конечно, с одной стороны, Арценбах как бы соглашается, но мы читаем между строк его вот эта жесткая, непримиримая тоже позиция. Но потом меняется ситуация. Как это происходило? Вот даже вот тот компромисс, на который там согласился Владислав Григорьевич, даже его не восприняли здесь, в политических и военных кругах. Ни о какой компромисс не хотели идти. Были уверены в победе. Но это был как ни вынужденный, странно. это чувствовалось и в словах. Ну, понятно, но вынуждены. Конечно, когда там Ельцин, там президенты республик северокавказских, все давят, ну, понятное дело, нужно было, он сам тоже прекрасно понимал, что ничего не получится из этого перемирия. Риторика наших оппонентов, как она менялась? Как вот эти переговоры? Вы же участник всех этих событий. Ну, я вот первые же переговоры наши, сразу практически после войны, приехала, на третий день буквально, когда мы в Гудауте были, приехали представители грузинского, там, круглый стол тогда называлось, где были сконцентрированы все эти политические силы разные, неформальных деятелей политических. Их прислали от имени этого круглого стола. Это был высший политический орган тогда у них в Грузии. Они приехали в Гудауты на переговоры, я с ними переговоры вел, Владислав Григорьевич поручил. И я тогда им сказал, это был третий день войны, я говорю, вы на свои танки надеетесь? Я говорю, при нашем рельефе ваши танки будем как орехи щелкать, говорю, и кончится все, я говорю, что мы в Кутаиси повесим опять абхазский флаг. Вот, Серго, давайте перенесем столицу в Кутаиси, сделаем наше общее государство и так далее. Я говорю, ой-ой-ой, я говорю, далеко меня занесло, мы однажды уже это сделали, никак не можем от вас избавиться с тех пор. Так разговаривали. А потом на переговоры первый раз тоже, это в самом начале войны, приехали мы, и Каркарашвили мне говорит, что ну они поняли, что мы уже сопротивляемся, что так не получится, как они рассчитывали. И он мне говорит, ну вот, мол, господин Шамба говорит, люди гибнут, наших уже погибло столько-то, ваших столько-то, наших больше почему-то называл. Я говорю, надо как-то остановить. Я говорю, а как остановить? Я говорю, выходите и остановится все. Ну так же не получится. Ну, в общем, короче говоря, так вот бывало. Потом вот панические такие настроения начались, как я вам сказал, уже когда к октябрю месяцу, когда они поняли, что фронт прорвать не могут здесь. Там еще, видите, там несколько человек выдвинулись
с фронта по реке Бзып был, они выдвинулись, там район называется Красный Крест, что ли. Но до этого куда-то выдвинулись, и уже паника поднялась. Уже они понимали, что чем пахнет дело. Но потом, у нас тоже были неудачные операции, январская, мартовская, особенно мартовская, большие потери для нас тогда были, настроения в обществе какие были. И мы тогда же, эти кадры тоже сохранились, где в Доме культуры, когда народ собрался, мы там с ними разговаривали. А есть артистов, хабсчатер классный, закрывает голаны, сахача закрывает голаны, а как захотел, шезру клозер, а как хастать шгутазер, ирхар нам там как он ирласна, ой бежим сдут зам таратена, ругухты закишха хагда закун гухты хим законится гаргачна, а как захотел хабсчатер класс, хабсчатер вахи хазат, хабило. Известное выступление этой женщины, матери, которые... Но это я спровоцировал тогда ситуацию, потому что я когда выступал, настроение такое критическое, ругают, властью недовольны. И я специально спровоцировал. Но я говорю, давайте решать, будем воевать или будем сдаваться. Тут и пошло. Как сдаваться? И они на своей земле, в общем, остальное известно вам, как было. Это такой переломный тоже момент, вот это выступление в Доме культуры, оно до сих пор очень яркое. Послушайте, вот небольшой абхазский народ, мы создали такую организацию, которая по всему Союзу была известна. Мы ведь перед войной еще, наши эмиссары, представители Айдглара, по всему Союзу поехали. И пригласили, мы организовали съезд народов, которые имеют свою автономию. И на уровне депутатов, собраний разного уровня, мы создали съезд в Москве, где люди выступающие, переполненный зал был. Руководство Верховного Совета Российской Федерации там присутствовало. Сидели в президиуме там Нишанов, Абдулатипов, Арзенба, другие. И выступающие все говорят, спасибо великому абхазскому народу. Они, наверное, даже не знали, насколько мы велики. Потому что мы это организовали. Мы создали конфедерацию горских народов. Люди, которые мы когда ездили в начале, с людьми встречались, разговаривали, Гена Алами там большую работу проводил в основном поэтому. И люди не знали вообще вот о том, что у нас какие-то родственные связи есть адыгских народов. Еще люди, многие этого вообще не знали. А началась война, к этому времени уже готовы были, пришли сюда умирать. Алхазур Сулейменов, который вот умер от ковида недавно, ногу потерял во время войны, он говорил, слушайте, я вообще Абхазию не знал. Это Гена и Сергей, вы меня сюда притащили, говорят, я здесь свою ногу оставил. Вот это же вообще феноменально. Вообще, как это нам удалось? Вот постсоветское пространство, распад Советского Союза. Но это, можно сказать, республике не удалось. Не на пустом месте родилось, конечно. То, что наш народ все время сопротивлялся, это еще с царских времен, да? Восстание 66-й, 70, 77, вся история, 78. Войны вообще. Да, потом в советское время, в виде писем, обращений, это же тоже все время высказывали. Потом кульминация Лыхнинское обращение было. Потом уже постепенно, уже перестройка когда началась, и когда вот эти парад суверенитетов и прочее, и пришли уже мы, молодые, возглавили, когда передали нам люди, которые с 60-х годов занимались этими вопросами. И мы уже создали такую организацию, уже построенную на принципах партийных. У нас газеты две были. Какие газеты были? Такие приезжали смотреть, как мы газеты. Мы газеты в Верховный Совет СССР отправляли. Отсюда, из Сухума. Выходила газета, самолетами отправляли туда. Наши летчики здесь, вот эти лотариевцы были тогда. И там читали, расхватывали газету нашу. Русская газета «Единение», которую Коля Джонов возглавлял. Абхазская Айдглара Геннадий Алами возглавлял. Как вы думаете, вот в информационной борьбе, когда перелом наступил, все-таки пытались достучаться до Запада, до российской аудитории в том числе? Нет, знаете,
Российские СМИ ведь тоже тогда вот разные тоже точки зрения были Все-таки российских СМИ. ну, война, конечно, привлекает многих журналистов, интерес вызывает, и сюда хлынули журналисты, звонили, приезжали. Но мы здесь выстроили такую команду, и телевидение наше тогда какую работу проводило. Пресс-центр. И вот этот пресс-центр, о котором я хотел как раз и говорил, где молодые там люди, наши журналисты, ну, какие они даже и не журналисты многие были, вот они эту информацию распространяли. И с самого вот этого начала, как это было создано, пресс-центр, телевидение тогда Шамиль Хусейнович Пиле, который возглавлял, он как раз в первые дни не был, Руслан Хашик тогда возглавлял. Большую работу провели. Это очень важная часть в любом большом деле, когда информация она сопровождается правильной и эффективной. Вспоминая войну, многие так называют это время временем надежд. Почему-то вот так называют. Вы бы как назвали это время? Для вас это какое время? Так, если коротко. Конечно, ну я что хочу сказать, я вот пораженческих настроений не видел. Ну, были люди, и политически известные фигуры, особенно старшего возраста, которые, конечно, осторожно ко всему относились. Я бы сейчас, может быть, такие вещи не делал, которые тогда делал. Понимаете? Я сейчас их понимаю, а тогда я многих считал предателями, вы думаете, что они там несут и так далее. Я понимаю, что они боялись за судьбу народа. Но молодые люди, которые вот в основном, на которых мы опирались, все верили в победу. Мы уверены были. И уже тогда говорили о том, какая будет Абхазия, как это все будет. К сожалению, вот не достигли мы еще того, о чем мечтали. Идем медленно к этому, но я уверен, что мы к этому придем, потому что, ну, конечно, пессимизм присутствует в обществе тоже, это всегда так бывает. Но если так объективно посмотреть на картину происходящего, есть, конечно, видный прогресс. Ну, вы помните, после войны, наверное, не помните, после войны, когда мы пришли, что у нас было? У нас все столбы повалены, все провода валяются. Мы начали работать, людям полбулки хлеба давали. Зарплаты же не было. Потом булку хлеба начали давать. И ну, сегодня я вот смотрю, видишь, особенно в той части Абхазии западной, ну, там столько предприятий, магазинчики, гостиницы, какие-то эти, ну, это радует. Да, мы еще недостаточно эффективно заставляем людей платить за налоги, тарифы, там у нас такие, все, у нас что, за землю платят копейки и так далее. Со временем это все просто людям дают встать на ноги потверже. Со временем это все потечет в государственную казну, мы сами сможем себя содержать. И российская помощь, она не вечная, конечно. Они тоже когда-то скажут, хватит, сколько можно. Мы к этому должны подготовиться, и к этому людям просто надо дать сегодня встать на ноги, не душить их там ни налогами. У нас самое демократическое государство. Хочешь, плати за свет, хочешь, не плати за свет. Но это же долго не может продолжаться такое. Да, действительно, государство укрепляется. Конечно, все относительно. У нас народ требовательный. Знаете, как-то в Айтгала собрались, это было перед войной. Переполненный зал, наш актив. И руководство Айтгала ругают. И обиделись. Игорь Марох бы обиделся, вышел. Зурикач бы обиделся, вышел. Я один остался. С людьми договорил, закончили мы встречу. Я возвращаюсь в кабинет, они сидят. Как ты можешь это выслушивать? Мы за народ там с ума сходим, они нас критикуют. Я говорю, слушай, если не был бы такой народ, вы для чего нужны были бы вообще? Вот, я тоже хотела сказать, что это такой двигатель тоже. Ну, конечно, конечно. И баланс определенный. Сергей Миронович, спасибо. На этом, я думаю, мы закончим. Не знаю, если Спасибо. интересно получилось.